возвращение Эмирбека Бабанова в Кыргызстан. И эта тема уже в течение недели широко обсуждается в средствах массовой информации, в социальных сетях, высказываются разные мнения. И надо сказать, что на эту тему откликнулись даже представители Государственного комитета национальной безопасности. В частности, они выступили с таким заявлением, что если Эмирбек Бабанов приедет в Кыргызстан, то будет привлечен к ответственности по закону. Вот буквально вчера на эту тему мы разговаривали с Эмирбеком Токтогуловичем. Вот. И Эмирбек Токтогулович сказал следующее буквально и просил вам вот это передать. Первое. Эмирбек Токтогулович все свои обязательства, которые он на себя принимал, полностью выполнил. И поэтому в ближайшее время в обязательном порядке, какой бы расклад ни был, он приедет. Мы по этому вопросу полностью поддерживаем Эмирбека Токтогуловича, считаем, что уголовное дело, которое в его отношении возбуждалось, является чисто политическим. И для того, чтобы говорить вот так, у нас есть все полные основания. Вот. Как вам известно, уголовное дело в отношении Эмирбека Бабанова возбуждалось в период прежней власти. На тот период экс-президентом был во власти был экс-президент Алмазбек Атамбаев, ГКМБ был Адиль Сегизбаев, генеральным прокурором была Индира Джолдубаева. Со стороны ГКМБ, по запросу ГКМБ, была проведена экспертиза его выступления. Он выступал 28 сентября 2017 года в селе Онадыр, это микрорайон Акемир, по-моему, города Ош. И вот по его выступлению провели экспертизу, и эксперты якобы дали такое заключение, что у его речи содержатся признаки, направленные на возбуждение межнациональной розни, направленные на насильственный захват власти, свержение конституционного строя. Вот. По этим основаниям 4 ноября 2017 года Индира Джолдубаева как генеральный прокурор возбудила уголовное дело. И это уголовное дело по настоящее время находится в ГКМБ. Почему мы считаем, что это дело политическое? Ну, мы в первую очередь исходим из того, как экс-президент Алмазбек Атамбаев во время предвыборной кампании выступал против Эмирбека Бабанова. Вы все являетесь свидетелем этого, насколько он эмоционально, насколько он против него выступал. Уже тогда было ясно, что что-то появится, и появилось вот это уголовное дело на голом месте. Я как представитель Эмирбека Токтогуловича тесно работаю с адвокатами, защищающими интересы Эмирбека Токтогуловича по уголовному делу. Кроме этого, я сам являюсь практикующим юристом, у меня стаж работы более 30 лет. И я могу сказать, как юрист, как представитель, что в действиях Эмирбека Токтогуловича нет никакого состава преступления. И я знаю, что адвокаты, вот есть одно заключение экспертов, которое проведено со стороны по запросу ГКМБ, и есть 4 экспертизы по этому же вопросу, которое проведено по запросу адвокатов Эмирбека Токтогуловича. И все 4 экспертизы, независимо друг от друга, дают заключение, что в речи Эмирбека Токтогуловича нет никаких признаков, которые были бы направлены на возбуждение национальной розни, которые были направлены на изменение конституционного строя, на насильственный захват власти. Дело в том, что одна из этих экспертиз проведена в Российской Федерации. Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. То есть это государственное специализированное экспертное учреждение, которое независимо ни от кого, ни от нашей власти,
к этому экспертному учреждению Эмирбек Токтогулович никакого отношения не имеет. Это государственное специализированное учреждение. Вы сами знаете, что Российская Федерация, субъектный состав Российской Федерации – это многонациональное государство, и вопросы экстремизма, национальной вражды там тоже остро стоит. И там этому вопросу уделяется повышенное внимание. Поэтому там в этом экспертном учреждении имеются высококвалифицированные эксперты, которые именно специализируются по этим вопросам, по вопросам экстремизма, по вопросам национальной, расовой вражды. И вот эти экспертизы, на исследование этой экспертизы было предоставлено полное выступление Эмирбек Токтогуловича. Эксперты исследовали с точки зрения психологии, с точки зрения лингвистические исследования сделали и пришли к выводу, что в речи Эмирбек Токтогуловича нет никаких признаков, направленных на возбуждение межнациональной розни. Нет никаких признаков, которые бы указывали, что он людей агитирует на изменение конституционного строя насильственным путем или каким-либо иным путем. Наоборот, это была в этом заключении указано, это речь, агитационная речь кандидата в президенты, которая наоборот призывает народ к объединению. В этой речи он говорит, что у нас Кыргызстан многонациональное государство, и не должно быть различий ни перед кыргызами, ни перед узбеками, ни перед русскими, что мы единый народ Кыргызстана. При этом в своей речи он призывает тех же работников правоохранительных органов, мнение такой авторитетной экспертной организации. Кстати, я хочу подчеркнуть, что такое специализированное экспертное учреждение имеется только, если в пределах постсоветского государства, имеется только в Российской Федерации.